Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как в Казани мужчина получил удар ножом в ногу. Руки убери, меня! Руки убери! И почему ему не понравилось фиксирование обстоятельств преступления. Покажем, как подозреваемая покупала телефоны, не платя за них ни копейки. Что совершили? Завладел телефоном обманным путем. А также, как любители темноты в салоне машин пытались избежать встречи с автоинспекторами. Быстрее! Руки, шок. Это и не только прямо сейчас. Кто-то ранил ножом в ногу, нужна помощь врачей. Такое сообщение поступило на телефон вызова экстренных служб из квартиры одного из домов на улице Гагарина. На место тут же прибыли не только медики, но и правоохранительные органы, увидеть которые пострадавший, видимо, не ожидал. Последние, осматривая и мужчину, и место происшествия, обнаружили странные несостыковки увиденного с рассказами потерпевшего, который с каждой секунды становился все более буйным. Анна Городнова с подробностями. Получается, смотри, 22:30 ты вышел из дома, набрался в магазин Рената, да? Да, у Рената за сигаретами. Александр, пострадавший мужчина, ждущий медиков, никак не ожидал, что вместе с ними приедут и полицейские, стражем порядка. Было очень важно знать, как и где он получил ножевое ранение. Раненый рассказал, что поздним вечером пошел в ближайший магазин за сигаретами, но дойти до торговой точки ему не дал незнакомец. Остановил его во дворе, попросил денег и после отказа ранил ножом в ногу. Мужчина развернулся и поспешил домой. Тут было уже не до сигарет. Жена ему оказала первую помощь и позвонила в службу спасения. Рану сотрудники правоохранительных органов увидели и поинтересовались, а не в одних трусах ли ходил мужчина за сигаретами. Следов крови и дыр на штанах они не нашли, но, будучи скептиками по долгу службы, в чудо не поверили. Точно в этих были? Ну, конечно, в этих. Порезы. Ну, вот в этих тоже нет. Ну, и жена ж меня порезала. Нет, я же не говорю, что жена. Должны быть точно в этих. Точно в этих. Может, где-то в стирке лежат? Нет, у меня всего 2 пары штанов. Так и не получив ответа на эту загадку, следственный эксперимент продолжился, и все дружно отправились на само якобы место происшествия. Но и там сплошная мистика. На чистом и белом снегу ни следов борьбы, ни крови. Нет, пятна бору света нет. Но не это волновало потерпевшего. Он, видимо, вдруг осознал, что все это время его окружали и полицейские, и видеокамеры, и решил, что фиксация происходящего ему ни к чему. Руки убери, меня! Руки убери! Полицейским пришлось постараться, чтобы утихомирить разбушевавшегося пострадавшего. А чуть позже он угомонился, и медики все же госпитализировали его в больницу. Ранение было проникающим. Теперь следователям предстоит выяснить, как и при каких обстоятельствах он получил ножевое ранение. Анна Городова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Сразу 2 драки произошли в разных магазинах Казани. В первом случае неизвестный мужчина попытался похитить алкогольные напитки. Продавцы пытались задержать нарушителя силой, но тот смог уйти, выбив двери магазина. Прибывшие на место сотрудники охранного предприятия смогли задержать подозреваемого по горячим следам и передали в руки полиции. Второй же случай произошел в торговой точке на улице Аделя Кутуя. Прибывшая на место группа быстрого реагирования застала на месте 3 молодых людей, устроивших настоящий погром. Один из них даже угрожал пистолетом. Выбив у него из рук оружие, охранник смог задержать нарушителя и передать в руки стражи порядка. Еще 2 удалось скрыться. Просто не было денег, я думал, завтра приду и заплачу. И все. Как так? А зачем с девчонками дрался? Короче, дядя. Да. Зачем дрался тогда, сопротивлялся девчонкам? Кому? Девчонкам. Я говорю, Дверь сломал. Отпустите, пожалуйста, меня. Они не хотели меня слушать. Потом я пошел домой. Зачем в магазине стекла разбил? Я ничего тебе не буду говорить. Покупала телефон, не отдавая за него ни копейки. Полицейские Казани задержали подозреваемую в совершении серии однотипных мошенничеств. Как считают полицейские, 22-летняя девушка похищала смартфоны, имитируя безналичную оплату и показывая фальшивый чек. Оперативники уверены, пострадавших от ее действий может быть больше, и просят тех, кому она нанесла ущерб, обратиться в дежурную часть. За что задержан? Мошенничество. Что совершили?
завладел телефоном обманным путем. Жертвой этой девушки, по данным следствия, стала 26-летняя жительница Казани. Она решила продать дорогостоящий смартфон и выложила соответствующее объявление во всемирной паутине. Потенциального покупателя ждать долго не пришлось. Позвонившие договорились о встрече. Однако наличных денег у нее не оказалось. Покупательница спросила, можно ли перевести деньги на карту, и после непродолжительных манипуляций показала девушке экран телефона, который отображал чек и сообщение о проведенной операции. Поверив на слово незнакомки, доверчивый продавец прождала несколько дней, но деньги так и не пришли. В итоге, догадавшись, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Вину признаете? Да. Содеянному раскаиваетесь? Да. После установления личности и задержания полицейские выяснили, 22-летняя девушка может быть причастна к совершению еще 2 аналогичных эпизодов. У полицейских есть основания полагать, что это не последний случай подобного обмана со стороны подозреваемой. Всех, кто пострадал от мошеннических действий, полицейские просят сообщить по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Казани 291 48 21 или 02. Пока идет следствие, подозреваемая будет ограничена в свободе и находиться в следственном изоляторе. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, вызов 112. 43-летняя женщина погибла на пожаре в Чистополе. Прибывших на место спасателей встретила дочь хозяйки. Им она сообщила, что внутри горящего частного дома остались мать и ее подруга. Проникнув в здание, огнеборцы столкнулись с проблемой. По периметру зала находились кровати, большое количество мебели и хлама. Тем не менее, им удалось обнаружить возле кухни женщину. Пострадавшую вытащили из дома в бессознательном состоянии и передали врачам. Спасенную госпитализировали с отравлением угарным газом. Она была пьяна. Спустя 12 минут огонь был полностью потушен. При разборе было найдено тело гостей семейства. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Автомобиль Kia Rio чуть не оказался под колесами грузовика. На Сибирском тракте водитель иномарки не справился с управлением и на полном ходу врезался в колесо многотонника МАН. Затем легковушку отбросило на впереди идущий Datsun. В результате аварии пострадал водитель Kia. Нафиса Минязова продолжит. Все очень быстро произошло. По словам водителя Kia Rio, все произошло в считанные мгновения. Он ехал по Сибирскому тракту, только начал набирать скорость, как его стало заносить на обледеневшей дороге. Я разгонялся, двигался по обледенелой полосе. Она достаточно присыпана была снегом. Автомобиль повело. Я не справился с управлением, и автомобиль ударился о колесо автомобиля МАН. И потом вас еще отбросило на Datsun? Отбросило, да, на белый автомобиль. Самые сильные повреждения были у его автомобиля, но и этим только не обошлось. Вы пострадали? Ну, ушиб ноги. Но от госпитализации мужчина отказался. Сейчас в произошедшем предстоит разобраться автоинспекторам. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Выехавший на запрещающий сигнал светофора водитель Kia Rio спровоцировал аварию с автомобилем «Лада Калина». Все произошло на пересечении улиц Обжалилова и Достоевского. Водитель иномарки свою вину признал сразу. Объяснил это тем, что отвлекся и не заметил красный сигнал светофора. Участники ДТП остались дожидаться автоинспекторов, поскольку одна из машин самостоятельно передвигаться уже не могла. Автоинспекторы в Казани сегодня выводили на свет водителей, любящих темноту в салонах своих машин. Автомобили, тонированные с нарушением существующих норм, на дорогах не редкость. Бороться с ними и вышли сегодня сотрудники ГИБДД. Айрат Назипов увидел, как сотрудники полиции доказывают неправоту некоторых участников движения и как водители пытаются избежать встречи с экипажами ДПС. Управлять автомобилем с тонированными стеклами. Не работают они, оторвать не могу. Стараясь спасти сумрак в салоне своего автомобиля, водители пытаются объясниться. Но на темную сторону автоинспекторов не склонить. Нарушение видно невооруженным взглядом. И тут любителям темноты приходит осознание неизбежности штрафов и чувствуется сила закона. Впрочем, некоторые стараются этого не допустить. Быстрее, 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 быстрее. Шок. Вон у меня инспектор бежит. Один из водителей, управляя автомобилем с явно не по ГОСТу тонированными стеклами, прямо перед автоинспекторами решил свернуть во двор. Такое поведение сотрудникам госавтоинспекции показалось подозрительным, и они бросились в погоню, что называется, на своих двоих. Бегали инспекторы быстрее, чем он ехал. Вы уезжали или нет? Скрывались? Нет. Я во двор заезжал. Во двор? Да. Там снег было, я газовал просто. То есть инспекторы его не видели? Нет. Доказательства вины фиксировали специальным прибором. Сама по себе тонировка лобового и передних боковых стекол не запрещена. Однако есть важный нюанс. Светопропускание тонированного стекла должна быть не менее 70%. Те, кто любит полную темноту в салоне при первой же встрече с автоинспекторами, как правило, идут по одному и тому же пути, на светлую сторону. В ходе рейда привлечено 6 водителей за управление транспортным средством.
тонированными стеклами. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Подобные рейды сотрудники ГИБДД намерены проводить регулярно. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.